Это Кая-Ягья и Эдае Асланбек. 1850 год. Их семейная пара занималась грязелечением в Саках в XIX веке. Их фотографии сегодня висят в Музее краеведения и истории грязелечения. О том, что крымские татары лечили грязью задолго до появления грязелечебниц, пишут во многих источниках, а также рассказывают и в самом музее. У доктора Новожилова в путеводителе я нахожу такие вот строчки. Курорты грязевые были дорогие, они для привилегированных классов, но наряду с этими курортами династия Кая-Ягья, муж и жена Эдае Асланбек, занимались грязелечением, арендовывая уже у них, вот у военного госпиталя, который был, часть озера. Это был 1890-1886-90-е годы. Это, то есть, конец XIX века. Но до этого их предки все занимались грязелечением. Одним из первых о крымско-татарском методе лечения грязью написал путешественник и литератор Павел Сумароков. Именно Сумароков впервые в 1803 году в своей книге «Досуги крымского судьи» написал о татарском этом методе грязелечения. Вот на берегу озера, когда мелело озеро летом, местные жители рыли ямы и прямо в эту яму помещали страждущих, как бы можно так сказать. В один из приездов в Крым попутчик Сумарокова сделал зарисовку, по которой была подготовлена диорама для музея. Халиде Мустафаева посвятила много времени изучению истории грязелечения, выяснив в итоге, что грязью лечили предки ее близких родственников. Они рассказывали, насколько ответственно целители подходили к лечению. Делали небольшую такую диагностику на местном уровне. То есть как? Ощупывали печень, смотрели цвет глаз и обращали внимание на цвет языка. Ощупывали лимфоузлы, умели мерить давление человека, пульс, понимаете? И только после этого они уже предопределяли, сколько кому можно пролежать в этой грязи. То есть смертельного исхода, говорил Эйнштейн, никогда не было. И вот таким образом мы узнаем, что одними из первых, которые занимались грязями, это были наши местные крымские татары.